Поехали. И вот это вот слайд, над которым я думала все время, пока мы разбирались, будет повестка, не будет. Вот почему. Вот три вопроса, которые мы с вами разбираем. Основные подходы, особенности международного инструмента и проблемы формирования в нашей школьной учебе. Но я человек разумный и рациональный. Я каждый раз сама себе в перебывах обучения, в перебывах дела задаю вопрос. Кстати, я вам быстро говорю. Если быстро, то не скажешь. Я задаю себе вопрос, а мне это зачем? Вот мне, что мне это даст? Я буду слушать в данном случае про глобальные компетенции. Что лично мне это даст, если глобальных компетенций не будет в ПИЗе 25 года, не будет в ПИЗе. Не знаю, какое время их не будет. Они были один раз как дополнительная часть исследования. И больше они пока что не пойдут. И, соответственно, у меня эти слова есть. Да? То есть моя задача сейчас сделать так, чтобы когда вам будут задавать вопрос, если будет работа, связанная с этим направлением национальной грамоты, потому что любой учитель, он даже если вслух не скажет, он подумает, правильно, зачем это делать? Этого нет. Чего я подготовить, если это не существует в реальности? Зачем? Вот это вот самое зачем, потому что здесь. Потому что это, с чем связано, почему это вдруг есть, и почему вдруг, у меня эта презентация будет, я думаю, что мы до этого успеем не будет, почему вдруг, если сегодня мы откроем страничку, я вчера открыла, сегодня ничего не открывала, если мы откроем страничку ОСД, да, организации экономического сотрудничества и развития, да, вот все эти крупные международные организации, которые продвигают, поддерживают, которые нас с вами сейчас. Почему у них страничка начинается не с естественно-научной, не с математической, не с чего-то. У них прямо вот на первой странице обложки книжка, которая только что вышла, посвященная глобальным компетенциям. И там же материалы связаны с глобальными компетенциями. И только потом идет, по-моему, читательская грамотность, еще что-то. Вот почему мы все время оказываемся. Это важно. Что еще тут существенно? Вот из таких. Когда это появилось? Почему это вошло позже? В международные исследования, в нашу практику. И в чем тогда смысл? Да? Почему это поддерживается? Почему мне говорят, что это нужно? Наверное, есть что-то такое в этом направлении национальной грамотности, что заставляет дергать за разные ниточки, заставляет тягивать его даже в отсутствии формального исследования. Что касается исследований, я думаю, что без она. Я думаю, что все равно обязательно. Может быть, но суть того, о чем мы говорим, она сохранится. И здесь в общем, все понятно. Да? Там, где особенности международного инструментария, я постараюсь вас знакомить с ним. И я хочу, чтобы вы немножко больше узнали о нашем опыте. Потому что мы шли вот, знаете, как это? Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И то, что у нас получилось, наверное, не принято говорить, я горжусь. Я не горжусь. Я очень боюсь, всегда переживаю, и каждый раз все чистим делать, стараемся делать лучше, я каждый раз недостатки. Но тем не менее, что у нас получилось? И может быть, вам будет, если вы опять пойдете сами, вам будет легче это сделать. Вы повторите наши ошибки, сможете использовать наши. Я максимально представляю. Даже если мне не удастся все рассказать, в вашей презентации все равно это будет. А я здесь, посмотрите раньше, в любой момент, пока что мы учили. Ну вот, это вводная, без которой не обойдешься, и теперь не вводная, а которая рабочая. Буду бегать. Вот человек, который важен для нас, да? Смотрите в это лицо, запомните эти очки. Это американский, ну, как они говорят, educator, да, он преподавал, он что-то такое социальное преподавал в одном из учебных заведений американских. И он написал, вот книжечка рядом лежит, она такая тоненькая, если странички открывать. Знаете, вот раньше были вот эти печатные машинки, и вот где-то третий экземпляр печатной машинки, вот как будто из таких листочков все составлено. Ты начинаешь читать, и вот я читала в 2018 году, и, честно говоря, вот это тот случай, когда ты радуешься, потому что он
1975 году, не имея даже терминологии, потому что тогда слово «глобализация» не было такого понятия, оно не вошло. Вот сейчас мы сразу говорим, зачем это надо? А потому что глобализация. А что происходит? А это глобальная проблема. Не было такого. И он говорил на своем языке. И этот свой язык, если его вот как бы перевести на современный, это будет будут ровно те понятия, которыми мы оперируем сейчас. И он предложил, он рассматривал проблему социализации. Он сказал, что школа в широком смысле слова, система образования, она не просто передает знания, она готовит к жизни, и эта жизнь должна быть лучше. И те, кто вступает в жизнь, они должны делать мир лучше. Вот такие американцы бывают идеалисты. Но я думаю, что все, кто пришел в систему образования работать, они в глубине души немножечко такие же. Да? И вот 5 идей его, 3 из которых совершенно четко ложатся на глобальные компетенции. И когда я сейчас читаю все, что написано Шляйхером, Дебуа, вот всеми, Мансила Дебуа, они на самом деле стоят на этом. Хотя, честно говоря, практически никто из них на него особо и не ссылается. Значит, посмотрите первую идею. Пока говорил, уже прочитали. Осведомленность о состоянии планеты и глобальной динамики. Вот это вот, собственно говоря, и есть то самое, что мы сейчас называем глобализацией. И дальше вот один из пунктов, который я не стала включать сюда, там говорилось о том, что страны развиваются по-разному, находятся на разных уровнях развития, и это дети должны понимать. Второе. Он связал вот с этими проблемами природными, экологическими и экономическими, говоря на современном языке, он связал с ними необходимость взаимодействия представителей разных культур. Ну, то есть мы всегда говорим, да, что люди должны жить дружно. Мы всегда говорим, что вот есть взаимодействие, это существенно. Он четко поставил проблему межкультурного взаимодействия. И он сказал, что мы должны учить своих студентов, учить своих учеников пониманию того, что у другого может быть другая точка зрения, другое мнение и мировоззрение. Но это не значит, что оно... Вот это очень важный момент. Я рассказываю, что во всей этой презентации, я не часто ее произношу, но я всегда делаю. Посмотрите, что он говорит. Он говорит, что высшая степень межкультурного взаимодействия – это когда человек может представить свои действия в контексте иной культуры. Почему мне это нравится? Он не говорит, что мы должны принять другую культуру, мы должны стать другими, да? Мы должны там измениться, мы должны отказаться от своих ценностей и так далее. Он говорит о том, что человек должен уметь представить свои действия в контексте другого. То есть будь собой. Но пойми, как то же самое может представить человек, культура которого тебе незнакома, непонятна, которая бывает. Это очень важно. И если честно, я долго об этом говорю, потому что я сама не сразу это поняла. То есть я проскакивала, в какой-то момент, ну там записывала, какие я про это написала, а потом я дернула, и думаю, вот же, ради этого мне, наверное, попала вся эта информация. Вот что я должна понять. И об этом, наверное, нужно говорить. Потому что как только мы выходим на глобальные компетенции, а они связаны с системой ценностей, и это единственное направление национальной грамотности, которое напрямую определяет ценности. То есть оно напрямую связывает что? Нашу образовательную деятельность, наши воспитательные задачи. Мы не говорим, что мы посредством глобальных компетенций воспитываем. Но реально мы посредством глобальных компетенций воспитываем. Потому что в Казахстане у нас национальная страна и разные культуры. Это да. Это везде да. Это везде да. Это даже да, когда не многонационально. Потому что в условиях многонациональной культуры есть вот эти связи. Можно организовывать взаимодействие, и люди контактируют так или иначе. А если это мононациональная культура, и мы не представляем себе другого, вот тут сложнее. Вот на самом деле проблема не там, где много, а там, где один. Потому что один, он же всегда один для себя, и один самый лучший. И я всегда в этих случаях говорю, если ты один, то ты не поймешь, если ты немножко позже мы это обсудим. Спасибо вам, очень хорошее. И зачем нам все это? А вот ровным счетом для того, о чем мы говорим уже второй день, чтобы принимать решения осознанно. И осознанность решения. Я должна знать, что я делаю. Я должна знать, зачем я.
Но он связал осознанность, я должна цель, да, я должна рассчитывать риски, как это принято говорить, в том числе и рассчитывать в полном смысле этого слова. Но он говорит другое. Рассчитывать действия, понимая, какие ценности лежат в основе выбора. Риски рисками, а ради чего? То есть есть какие-то вещи, которые гораздо глубже, чем материальные и прочие выражения. Какие ценности лежат в основе? Знаете, если эту картину связать и реализовать, наверное, тогда наступит прекрасная. Да? Где это реализуется? Уже в практике спокойно, с ссылками, без ссылок, неважно. Изменения в условиях глобального мира, понимание необходимости того, что нужно учитывать как-то свои интересы, понимать, что у тебя могут быть те же самые идеи, но более глубокая. Наверное, знаете, вчера мне говорили, что и в Казахстане есть так называемая школа ЮНЕСКО со своей программой. Она точно строит, знаете, сейчас. Если у вас есть международный бакалавриат, школа международного бакалавриата, но вот их я не нашла. Есть такая система совершенно замечательная. Школа, по сути дела, национальная. Она очень платная, понятно, она очень такая физическая, но там очень хорошие заложенные программные вещи. Они очень хорошо разрабатывают свои программы. И на самом деле очень многие программы, которые пишутся, они пишутся с оглядкой без упоминаний, но с оглядкой на то, что делается в программах народного бакалавриата. Любопытно. Мне повезло, меня пригласили, несколько лет работала в такой школе, и я вижу все плюсы и минусы, я вижу все плюсы и минусы. Программа, по которой работаю, это просто взяли все липучки. И ты запустила это, по сути дела, потому что исследования затрагивали очень многие страны, я принимаю участие, много культур и много представителей разных культур. И посмотреть, как это в мире происходит, посмотреть, что дает нам картинка мировая, мы можем. А после того, как проходит исследование ВИЗа, обычно активизируется действие по этому направлению в каждой стране. И поскольку система функциональной грамотности, классически, очень важно для жизни понятно. Ну, куда мы без, естественно, научной грамотности? Читайте вообще увидим, да? А вот все остальное очень важно, нужно надо принимать решение. Но вот этот компонент оказался востребованным, оказался привязанным, и он очень хорошо ложится на цели и задачи, кстати сказать, всех наших стандартов, и ваших тоже. Я готовилась, у меня предыдущий семинар был совсем недавно, я только вернулась, а потом опять уехала к вам. С историками мы работали. Я все стандарты, я готовилась, я все стандарты прочитала, как языки. Если вы еще есть, они так хорошие, на мой взгляд, если вы еще лучше хотите сделать, можно добиться. Но это понятные вещи, потому что здесь вот я просто положила эту главничку. Самое главное – динамизм, глобализацию и определенность. Можно было положить гораздо больше, да, с управлением и так далее. Но для нас важен именно этот аспект. Почему? Потому что глобальный, изменяющийся, взаимосвязанный мир. А раз он глобальный, изменяющийся и взаимосвязанный, он все время устойчивый. И он, вероятно, изменит. И когда мы говорим, я хорошо сказала, предыдущий своей, когда мы говорим про принятие осознанного решения, смотрите, мы с вами, наверное, единственная профессия, очень политики, но они учителя. Мы работаем с образом будущего. Даже когда мы этого вообще не понимаем. Любой человек, который никогда об этом не думал, не знаю, там, математику преподает, начальник класса счастлив, или еще что-то такое делает, у него получается или не получается, он все равно работает с образом будущего. Что это значит? Это значит, что все наши планы, все наши идеи, в контексте, все наши стандарты, они же не про то, как сейчас. Они про то, какими будут наши дети через сколько-то лет. Они про мою старость, не про вашу старость. Что через 20 лет будет, да? Какой она будет? Они про наших внуков. А вот их дети, они в какой жизни будут жить? И фишка заключается, простите, такое выражение, да, но смысл заключается в том, что мы же не знаем, как будет. Работая с будущим, мы его не можем описать, любое описать, любое.
научное, мистическое, религиозное, оно все равно будет неточным. Я очень люблю фразу, но это неточно. Оно будет неточным. Мы же понимаем, что здесь осознанно, прямо сказать, да, то есть работая с будущим, мы попадаем в этот пункт вероятности. И мы можем сделать ошибки. И мы их все равно сделаем. И все равно жизнь поправит. Но лучше мы будем делать, лучше мы будем идти по хорошей дороге, чем по плохой. Вот так я сказала. И вот здесь опять-таки важно, чтобы мы понимали это. Чтобы мы понимали, что наше решение, оно не окончательно. Что наше решение не обязательно идеальное. Нет идеального решения. И что, возможно, в другой ситуации мы примем другое решение. Важно, на каких позициях мы стоим. Мы учитываем интересы человека или не учитываем. Мы считаем деньги или мы считаем что-то еще. И даже не считаем что-то еще. Вот это существенно. Ну и да, у школы особая функция и особые полномочия. И если об этих, моя мысль, узнавая другого, мы фактически говорим и о себе тоже. Посмотрите, вот это вот вверху то, о чем мы сказали, а внизу возрастание роли soft skills, необходимость модернизации содержания и баланс между предметным и метапредметным. Вот это можно на минуточку проанализировать с того времени, которое у нас с вами есть. Значит, про soft skills все знают, да? Универсальные навыки, жизненные навыки, навыки 4К. Если надо рассказать, я расскажу. Рассказать. Значит, простая совершенно идея. Есть, да, еще, когда международных исследований, когда в русскоязычных современных читаем слово навыки, мы понимаем, что это не так, как те, кто учился еще, когда учился, что это не так, как не то, чему нас учили. Да? Мы учили, что есть умение сложное, требующее обдумывания и всякого такого. И есть навык автоматизированный. Вот я когда там воду наливаю себе, сказала, я же не думаю о том, как я это делаю, это навык автоматизированный. Да? И вот, отталкиваясь от этого, мы термин навык не понимаем. Но в современные переводы русский язык, я думаю, что ваш язык вошло немножко другой толкование, потому что оно англоязычного skills, а там это шире. Там вот это skills, оно умение. Не совсем навык. Хотя переводит как навык. И, в общем-то, делится самый skills. Сейчас уже есть 5, нам 5 минут, нам хватит 2. Есть hard skills, то есть твердое это конкретная работа. Вот починить холодильник, да? Это конкретная работа. Выполнить какую-то, вести автомобиль, это конкретная работа. Вот такого рода умения, они называются hard. А есть те, которые не про вождение машины, не про получение непосредственного практического результата, а те, которые направлены на взаимодействие для того, чтобы получить этот результат. Там второй этаж поднимается. Да? Вот не водить машину, а договориться о том, как мы будем, кто поведет машину в этой ситуации. Это не самое, наверное, главное, потому что важнее вести машину, важнее чинить холодильник. Я всегда говорю, вы знаете, если у меня что-то случится с сантехникой, никакие мои эти soft skills мне не помогут. Да? Ну, мне дочка задает вопрос, да, а ты не будешь звонить, чтобы пришел мастер? Я говорю, а как ты с ним будешь разговаривать? Ну, проще человек, говорит, вот твои soft skills. И начинают работать. А тут они получают жизнь. Это самое простое восприятие. У нас традиционно, чтобы было совсем конкретно, soft skills еще называют навыками 4К. Кооперация, то есть объединение усилий. Коллаборация, совместное действие, критическое мышление. Мы не просто вот это вот все делаем, мы осознаем, что, как, выбираем лучший вариант, потому что критическое мышление – это не про критику. И это не то, что я буду критиковать ваши высказывания, поэтому у меня есть это новое введение. Да. Критическое мышление – это умение увидеть в разных ситуациях, в разных текстах, в разных, где бы то ни было. Вот что так, а что не так. Соотнести и отобрать то, что соответствует действительности. То есть критическое мышление направлено на поиск истины в ситуациях, когда есть много всего, и нам нужно. И оно очень здорово связано с навыками анализа социальной информации. Все, что мы читаем, да, вот нам родители написали в одной другой третьей, а что это, а что правда?
они анализируют, оценивают факт и выстраивают на основе факта свою собственную. Вот суть мышления, опять-таки, очень просто. Значит, это было третье К, критическое мышление, а четвертое К будет креативность. Умение создавать что-то новое. То есть получается, мы совместно действуем, да, мы действуем осознанно, и мы умеем на основе этого либо что-то новое создать, либо какой-то новый способ предложить, то есть не что-то такое вообще. Вот это будет у нас очень короткий выдать. И вот книжка, которую вы видели, если я вытащила, прошу вам показать, написано для детей. Такие рабочие тетрадочки. Вам уже показывали, наверное, по всем предметам. По всем предметам, я как учитель. По всем направлениям. Так называемые сборники заданий. Втором, который для 8-9 класса, я поставила себе задачу объяснить это детям. Я вам сейчас покажу. Skills, мышление, про это со страницы 7 до страницы 8. Этот текст я книжку написала, а текст, что я, как я детям объясню. И мне казалось, что это уже хорошо. Уже хорошо, уже хорошо. Я думаю, что то, что хорошо, это какое-то. Это взять, закрыть, убрать. Потому что если потом опять открыть, потом опять перепишешь. Сложно объяснять. Но это важно, и дети должны это понимать. Я вообще считаю, что у меня образование, ну понятно, что не естественное, научное. Вот историческое, филологическое и английский язык. Вот. И я думаю, что мы давай любой должны дети четко совершенно фиксировать цель. Зачем? Вот как сейчас. Да? Я же открылась, я могла долго говорить о важности жизни. Я сказала, почему меня это волнует. Потому что любой человек спросит, а зачем? Вот каждый ребенок должен понимать, а зачем? Каждый учитель должен понимать, а зачем? И вот это он тоже должен понимать. А затем, что мы развиваем вот это. Зачем тебе это? А вот это нужно для того. Даже если ты хочешь все равно осваивать. Необходимость модернизации содержания, естественно, да? Но с модернизацией получается очень сложная вещь. Как только я сейчас слушаю, что нам нужно облегчить, сократить, уменьшить, да, я понимаю, что хочется это ровно тем, что уменьшить. Потому что как мы выбрасываем старые вещи? Я открываю шкаф. Я уже в это платье не влезу. Может, когда-нибудь влезу, может, я когда-нибудь скажу, но она же такая. Нам уже эта концепция не нужна. Но она же такая важная. Как без этого? Ну как они в жизнь войдут, а эту концепцию мы не передаем. Никто из нас не помнит. Я кончала физико-математическую школу. Я начала слово «горит», не тоже такое. Я не помню, что это. Я правда. Может, я быстрее вспомню, когда прочитаю. Да. Что-то, как-то, куда-то. Почему-то, наверное, это применяется. Мне совершенно не пригодилось. Это не значит, что в физико-математической школе не нужно преподавать алгоритм. Это значит, ровно нужно выбирать, как будто что-то так или иначе. Неизвестно. Это сложно. Это всегда сложно. А это тоже баланс. Между предметом и метапредметом. И сегодня я так рада, что это звучало. Я так рада, что это звучало в тех группах, в которых работали. Потому что глобальные компетенции – это не про физику. Глобальные компетенции – это не про историю и даже не про географическое знание. Глобальные компетенции – это над предметами, это во всех предметах. И раньше я говорила, ну, наверное, только математике. А сейчас мы готовились к серии в школе, и у нас просто стала задача такая. Я должна буду прийти к вам на математику, где вы будете математику, и показать, как мы сопряжены, как наши дополнители. И мы сели, Лариса Олеговна говорит, нет, никак не сопряжены, хотя бы что-то там написали, все это ерунда. Деваться некуда. Я придумала. Мы сопряжены. Теперь я даже не могу сказать, что математика. Мы даже там определились, увидели какие-то моменты. Но это ровно благодаря тому, что по-другому преподается математика. Потому что задачу какую-то такую, что это будет 2 плюс 2, естественно, мы не пишем. Там нет контекста, там нет человека, там нет контекста. Если нет контекста, глобальный и не будет. Никуда не получится. Значит, предметное и метапредметное очень важно. И метапредметное, помимо универсальных умений, анализировать. Да? Метапредметное то, что везде надо. Не только в одном предмете.
Это самый хороший вариант. Это общее. Оно учится везде. А как ты? Историю мужчину поставила в него, предложили своих дурацких вопросов. Даже историю говорили. Экология, да. География говорили. На биологии, можно сказать, да? Правильно. Вот у меня была как-то литература. Да, но больше учитель математики. Литературе, да. Знаете, как у меня были историки, обществоведы и географы. У нас история обществознания, вот человек общества, да, это обычно один человек. Мы как бы позиционировали. Я вот историк, а кто-то там общество. Я попросила их каждого написать глобализация это. Я очень жалею, что я посмотрела, удивилась и как-то вот осталось. Только теперь рассказываю лекции, потому что у меня получилось 3 стопки разных ответов. И я подумала о регионах. И я не зря это сделала, потому что перед этим у меня был разговор с мальчиком 9-классником. Хороший мальчик, такой средний, нормальный, наверное, ребенок. И я сказала, ну, глобализация. Он говорит, ну да, глобализация. Знаешь, что такое глобализация? Он сказал, ну да. Потом он задумался. Он сказал, да. Знаете, я, почему он про обществознание вспомнил, не знаю. Я по обществознанию не помню. А можно я вам дословно ставлю? Из географии скажу. То есть получается, что у него, он не дурак, у него есть понимание, какое представление, по крайней мере. И у него есть 2 предмета, которые всплыли. Ну, в одном одна глобализация, а в другом вот как учителя. Так вот такая. И никуда не денешься. Они все равно, даже если они нас не нравятся, они все равно. Вот эта вот проекция наша на ребенка и нашего представления о будущем, на том, что мы получим от детей. Ой, я бы учителям платила. Не говорите. Я бы учителям платила, потому что вот никто, кроме нас. 2 главные, правда, у меня тут после того, как мы стали дружить очень здорово с Никитой, мне немножко с психологами нашими. У меня концепция поменялась. Я раньше думала, что главная профессия учитель и врач. Я думаю, что главная профессия врач и этот самый, который психолог, который знает, потому что они знают все про бигдаты. Нельзя обмануть. Нельзя обмануть. Они все равно скажут, а вот на самом деле, это вот а учителя же нет. Надо идти. Нет, какой здесь учитель, конечно. Никто об этом не думает. Или думают, мало, но некоторые, может, деньги зарабатывают. Учителя врача, учителя психолога. Учителя. Учителя. На самом деле, да, потому что мы с вами в этот процесс очень понимаем. Но мы как-то очень тяжело. Может, нормально, может, потому что очень много учителей понимают свои замечательные задачи очень узко. Нет. На самом деле, это, конечно, время. Ну, есть. Это же интересно. Это же есть. Но мы под этим временем становимся такими злыми, такие правильные, такие занудные. И я понимаю, что я приду и буду смеяться в аудитории. Ну, рассмеялся, значит, никому, да? Значит, школа создает условия. И вот эти 3 опять-таки сверху. Вот они знания. 3 предмета, 3 разных глобализации. Мы скажем, мама с географии, а какая там глобализация вообще создания, мы не помним. Да? И о культурах. Школа – это опыт, потому что в школах дети общаются. И понимание культуры шире, чем то, о чем мы с вами говорим. Понимание культуры в национальной грамотности, в частности, в направлении глобальных ценностей. Потому что там это не только наша этническая, религиозная, культурная, какая-то ментальная особенность. Это еще и представление разных профессий. То есть я про людей разных профессий тоже могу сказать, что это представители 2 разных профессиональных культур. Это люди разных социальных слоев, ну, не знаю, богатые и бедные, да? Разных социальных стран, управляющих, стран, работников, сфера. Примерно, да? Это тоже будут разные культуры. Школа это доверие. Школа формирует. Ну, лучше, хуже, но понятно. Да, учим анализировать, критически мыслить. Когда работаем в социальной информации, тоже учим. Да, не критиковать, критически мыслить. Еще раз. И зачем это надо?
Потому что только сопоставлением с иным я могу оценить свою сущность. Я могу понять, что такое есть в моей культуре, в моей жизни, в моей религии, в моем описании. И те люди, которые об этом опять не задумываются, или в силу, вот вдруг, говорили, многонациональные, вдруг подно, нет возможности, но ребенок живет, он других не видит, он знает, что своих родителей, пример, да? И нет возможности сопоставить. Люди живут на одном месте и никогда никуда не уезжают. Значит, они представляют жизнь потому, как она выглядит в этом месте. Знаете, как в Средневековье. Кругозор человека ограничен видом самого высокого здания. Самое высокое здание, скорее всего, в Африке. Да? Спасибо огромное. Вот это. Что нам делать в этой ситуации? А в этой ситуации мы должны понять, что есть и другие. Вот, по крайней мере, мы должны сказать об этом. Вы должны знать, ну, сейчас телевидение, интернет и всякое такое, ты не попадешь в лес, где вокруг тебя ничего не существует. Но и другие тоже, и другие тоже, и они не хуже тебя. У них может быть что-то, что тебя заинтересует. Более того, у нас вчера был очень глубокий разговор, рассмотрели еще и на религиозных вещах. Вот как быть? Просто знай, что есть. Просто знай, что есть. Это первый шаг, это начало. Он сделан. И если он сделан благодаря вам, вот учителям надо хватит. Больше, чем политикам, больше, чем кому-то. Какую проблему так и запишем. Точно, точно. Посмотрите, пожалуйста, у меня в этой презентации будет 2 цитаты Шляйхера. Да? ПИЗу первый раз проверяли в 2018 году. Вопрос на засыпку. Помните, вчера обсуждали, когда будут результаты? Вот, как вы думаете, когда были результаты? Если кто-то знает, тот молчит. ПИЗа 2018 год, глобальные компетенции. Когда были результаты по глобальным компетенциям? В 2020, в ноябре 2020 года презентовали широко. Тут презентации просто можно найти в сети, посмотреть. Шляйхер плакал, когда произносил речи. И вот эти слова, когда он произносил на английском языке, он тоже плакал. Я по первости, когда их цитировала, я все время подавляла, не дай бог, чтобы увидели, что у меня тоже слезы на глаза набегают. Глобальная компетентность – это любознательность открытого ума, сострадание открытого сердца и смелость, направляющая наш интеллектуальный, социальный и эмоциональный потенциал на создание нового гуманного мира. Ну вот да, вот да. И в документах ПИЗы, это 6-й том на английском языке, такая вот книжка, совсем хорошая книжка, хорошо читается, легко. И очень много таблиц. Они на первых страничках прописали свои цели, тогдашние, на 2018 год. Жить гармонично в многокультурных сообществах, процветать я люблю, на меняющемся рынке труда, эффективно и ответственно использовать интернет, всякие медиаплатформы и поддерживать цели в области устойчивого развития. Вот нам, по сути дела, всю программу и изложили. Вот этими задачами, этими целями. А как они вылезли? Вот теперь будет самое сложное. Потому что теперь мы перейдем, там еще будет пара красивеньких слов, но мы перейдем, собственно, к конструкту, который называется глобальной компетенцией. Смотрите, я говорю то глобальная компетентность, то глобальные компетенции. В чем разница? Ну, учителям я говорила, по первости особенно, что они как скажете, только скажите. Как скажете, так и хорошо. Будете делать – прекрасно. Но глобальная компетентность – это мое личностное качество. Это то, что формирует, это то, что мы формируем в детях, это то, что присуще нам в той или иной степени. Глобальные компетенции – это направление функциональной грамотности. И я традиционно пишу, вот это сейчас, особенно последние 2 года, во всех статьях я пишу это в кавычках, чтобы понятно было, что все-таки личностное качество и направление функциональной грамотности – это не совсем одно и то же. Так вот, как перевести глобальную компетентность, личностные качества, основанные на ценностях, да? Как перевести их в шершавый язык плаката, да? В тест, в инструмент, выставление каких-то баллов. Вот это была потрясающая интеллектуальная задача. И они ее решили. Причем они ее решали очень долго, не дорешали до конца, потому что вот Галина Сергеевна, она на первом этапе стояла, а меня пригласили в 2018 году вот как раз делать, после того, как прошла ПИЗа, делать ПИЗу для России, делать глобальные компетенции для России.
Вот. И вот то предыдущее, я все вычитала, я все эти презентации посмотрела, я всю эту концепцию изложила, и я понимаю, что уже в 2015 году она поменялась, она не совсем соответствует тому, о чем даже Галина Сергеевна в презентации говорит. А в 2018 году, когда они вот под задание шли, они еще изменили. И я теперь делаю элегантно и тактично. Я показываю, вот это первая концепция, вот это вот вторая измененная. И я думаю, что уже и как бы дальнейший ход пошел, и третья будет, и будет еще раз. И будет еще раз. Вот, сложила таким образом. Значит, посмотрите, что здесь сложно. Вот она глобальная компетенция. Личностная структура, которая будет основой, ну, надеюсь, существования современного социума, помогает сделать социум немножко лучше. Она же многомерная цель образования на протяжении всей жизни. Потому что сказать, что у нас есть глобальная компетенция, мы можем. Но сказать, что у меня она сформировалась как яйцо, оно же такое, ничего, только разобьешь, если правда появится. Вот здесь это яйцо будет расти, 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 никакой страны не появится. Потому что меняется мир, меняется. Вместе с тем, система профессионализма может говорить, что она достаточно ключевая, чтобы ценности поменять. Это надо очень постараться, потому что таким образом жизнь либо тогда могут измениться ценности и то не сразу. Во всех цивилизационных сдвигах ценностное начало – это самый консервативный момент. Иногда это хорошо, иногда это плохо. Но по жизни мы можем как-то интерпретировать это, но это факт. Ценности меняются медленно. И вот как компонент функциональной грамотности глобальной компетенции они выстраивают концептуальную рамку, вывели это вот на что. Значит, что должно быть, если мы говорим, что ученик глобальной компетенции, человек глобальной компетенции. Он должен быть способен критически рассматривать разные проблемы. Разные – это какие? Это те, которые в глобализации. Значит, глобальные соединения со своим локальным. Потому что там вообще меня не волнует, меня волнует, как это вообще меняет мою жизнь. Да? Вот какой-то, да, куда летит этот астероид, что в моей жизни изменится. Я плюнула здесь, это что случится? Грязь какая останется? И так далее. Вот этот мусор, который мы сталкиваемся, он не был. Но это одновременно и глобальная проблема. Вот научить этому очень важно. Физика и химия, география. И межкультурные проблемы то же самое. И умение иллюстрировать, то же самое. Значит, критически рассматриваем проблемы. Понимаем и ценим различные мировоззрения и взгляды, да, основанные на. Когда я говорю ценность, я имею в виду именно ценность, а не ценность. Да? Можно сказать, что у него такая концепция будет. Вот это его ценность. И тут мы все типа вздохнули, выдохнули, пошли уважать. Да, и пошли дальше, и будем уважать. Да, конечно. Я прям начал уважать. Это неправильно. Успешное уважительное взаимодействие с другими, это и действовать интересно, коллективно, благополучию, устойчивого развития. Вот четко найденные фразы. Да, и концепция устойчивого развития у вас во всех. Я смотрела, у вас она тоже есть, и у нас нет. У нас она сопряжена, как ни странно. Ну, потому что могла быть не только с географией, это то, что мы должны уметь, а что мы будем делать для того, чтобы это уметь. И что мы будем оценивать конкретно. Были выведены вот эти 5 позиций. Я потом еще раз покажу, и мы запомним. Выявлять и анализировать различные точки зрения, мнения, подходы. Объяснять сложные ситуации и проблемы. Первое. Это первое и последнее. Но первое, да, достаточно. Формулировать аргументы. Оценивать информацию. Скорее всего, сюда. И оценивать действия их последствий. Это, скорее всего, сюда. Да? У них это жестче, потому что это конструкт, который должен быть проверен. И сейчас мы этот конструкт с вами посмотрим. Но логично, выделено. Можно критиковать? Можно. Можно сказать, что, наверное, этим не охватывается. Да, конечно, этим не охватывается. Но мы-то ставим перед собой реальные, мы принимаем осознанное решение и ставим перед собой конкретные задачи. Потом вы все посмотрите, какой вот ценность интегративный, вот к этому вернемся. Так, вот ценности, вот это глянем, секундочку. Тут наше определение, которым мы пользуемся. Недавно я присутствовала, меня пригласили на одно мероприятие, где все выступали. И мне очень понравилось, как тетенька одна сказала, ну, все знают, что глобальные компетенции – это ценностно-интегративный компонент
функциональной грамотности, имеющие общество, ну, все же знают. Я как сижу, думаю, да, пошло в народ, все знают, теперь это все знают. Так, ценности, предметное содержание и универсальный навык. То есть это фактически подводит итоги тому, о чем я сказала. Поэтому мы пропускаем. А вот тут на секундочку остановимся. Как раз та самая фраза, цитата, да, из последней книжки, вот последняя, которая висит сейчас на сайте, ее можно скачать на английском языке, читается очень хорошо, если есть на это время. Вот первую фразу, сейчас, опа, перевела. Я переводила Global Centered Curriculum. Да, то есть, и у меня родилось очень красивое русское слово, которое глобально компетентностно-центрированное. Вот, ну, в общем, я написала ориентированная на глобальную компетентность. Учебная программа и педагогика, ориентированная на глобальную компетентность, помогают преподавателям открыть двери класса в мир. И последнее, там много хорошего, в том числе и про платформы и так далее. Глобальная компетентность молодых людей может формировать наше будущее так же глубоко, как и навыки в чтении, математике. Видите, ошибка? Математике должно быть. На флешке осталось. Я в компьютере исправила, а на флешке я оставила. Это я такая дурочка. И естественных науках. Исправлю, извините, пожалуйста. И прям вот стыдно-стыдно. И еще будет одна опечатка. Может быть, мы этот слайд с опечаткой увидим. Вот так выглядела книжка, которую они выпустили. И там вот эта страничка, я называю вопрос с обложки. И результаты, которые они получили. Да, я уважаю людей, представляющих иные культуры. Все участники опроса ответили вот так. 82%, 17%. 82% уважают. 4 из 5, каждый 4 из 5 представляли образовательные учреждения, программы которых включали глобальные проблемы. А вот те, кто показали социально одобряемые отношения, они как раз чаще отвечали, что в их школах или в их колледжах изучаются глобальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия. Угу. Но тут статистика знает все, их же не в лоб спрашивали, то есть это четко. И самое такое негативное на этой обложке было, что у детей есть позитивные намерения, а их некуда приложить. И единственная сфера, которую они видят для приложения, это участие в сокращении потребления энергии. Я это называю «уходя гасите свет». И это хорошо, да, свет, мусор, это все прекрасно. И второе, что они тоже почему-то считают своим вкладом вот те самые глобальные дела, что они могут в интернете следить за разными событиями. Очень странно, но тем не менее, следить за событиями в мировых сетях. Они так сказали. Вот это был такой позитивный результат. Вообще результатов там целая книжка. Вот. Обратите внимание на эту табличку. Вот это та самая очередная модель, которую Галина Сергеевна уже этим не занималась. Глобальная компетентность, вот эти наши 4 компонента, знания, когнитивные умения, отношения, ценности, и сразу мы выходим на инструментарий оценки. Потому что ценности не оцениваются. У тебя ценности на 5, а у тебя ценности на 3 балла. Да? Отношения не проверишь тестом, потому что в тесте я могу написать все, что угодно, а в жизни я могу действовать совсем иначе. И поэтому здесь работает такой инструмент, как анкета. Вот на основании анкеты получены данные, которые были представлены слайдом выше. А вот знания и умения, вот те самые 5 штучек, да, оцениваются тестом. И это тестирование выполняла часть участников. Кстати, не все страны заявились, Россия заявилась. И вот такая получилась картинка под названием «Концептуальная модель оценки Чутона». Понятно. Все. Все. Я скучала. Извините, пожалуйста. Значит, понятно, что плохо видно. Я даже не переношу изменения, потому что на большом экране будет видно хорошо, у нас аудитория такая, да, получилось. Знания, умения, вот тут будут отношения. Вот эти 4 направления, о которых мы с вами что они должны знать, и их очень жестко связали, их очень жестко связали с коллективным. Когда мы начали делать свои, мы поняли, что у нас как мы поняли, что так жестко нехорошо, потому что все-таки немножко это нужно распорядить. Должен быть такой точный, такой тонкий инструментарий. А у нас была другая задача, потому что мы поставили задачу не оценки сформированности глобальной компетентности 15-летней, а задачу формирования глобальной компетентности у школьников. И мы
взяли 5-9 класс. Вы понимаете, что 5 класс и 9 класс – это очень большая разница. И когда ты формируешь, ты тоже не можешь проверить надо жестко. А когда формируешь, ты так просто не можешь. Поэтому у нас они немножечко по отдельности выглядят, и вы тоже немножко. Так, ну и соответственно, каждому когнитивному умению соответствует процесс и знания. 2 блока заданий. У нас всегда 2 блока заданий. Задание на глобальные проблемы, задание на, вот здесь называется, межкультурные знания. Когда это intercultural knowledge, когда вы переводили на русский язык intercultural knowledge, и вот так, межкультурные знания, правильно. Родитель прям посмотрел на меня и говорит, что а это про что? Я говорю, ну, сейчас понятно. Знаете, на что примерно это понятно. Межкультурные знания, а это что будет? А это что будем изучать? Нет, давай менять. Я говорю, ну, всем понятно, только вам. Ну, спросите. Я пошла спрашивать. Значит, все хорошо, а что там очень трудно знать? То есть вот 1, 2, 3, вот все всем понятно. А вот межкультурные знания непонятно. В общем, мы теперь говорим о знании о межкультурных взаимодействиях или знания в области межкультурных взаимодействий. Правильно, эти межкультурные знания, я сам сейчас, как можно было так вести иначе. Вот все меняется, все меняется. И взгляды меняются, и концепции. И вот теперь, переходя к тестированию, что такое? Ну, компьютер, миленький, ты же хороший, давай я стрелочками, что ли. Мне нужно далее. Вот. И вот наша особенность оценки. Здесь будет много плохих слов. Плохих, потому что часть из этого нужно переводить с такого языка на человеческий. Значит, что учитывали разработчики при создании своего инструментария? Они учитывали интересы 15-летних, а мы формируем, нам нужно учитывать интересы не только 15-летних. Они учитывали многообразие культурных контекстов, и это правильно, мы тоже учитываем. Они учитывали то, что проблема измерения поведенческих элементов существует, и измерить их тестом нельзя. И все это мы учитываем. А вот посмотрите второе. Неправомерность, вот вторая ошибка, навязывание, тут и лишнее, в качестве эталона взглядов или отношений, характерных для определенной культуры, и чрезмерной культурной нейтральности. То есть здесь очень аккуратно сказано, что не может быть проведен в наших заданиях один единственный какой-то взгляд, одна единственная какая-то вот эта культура, вот она такая-сякая. Да? Эти отношения лучшие. Такого быть не может. А чрезмерная культурная нейтральность – это вообще ни о чем. То есть вот просто безлико, вообще нет проблем, нет культуры. Ну, чтобы не ошибиться, а ошибиться мы можем в любой момент, и где-то вот ляп какой-то допустить, и задание сделать не очень хорошее. Мы вообще все уберем. У нас будет сплошная, никаких настоящих проблем. Вот это будет культурная нейтральность. Аккуратно сказано, ошибку я исправлю. И вы уже поняли, у нас есть когнитивный тест, но не по всем направлениям, а по 3 из 4. И у нас есть анкета. Практически по всем направлениям функциональной грамотности анкетирование проводится. Особенность глобальных заключается в том, что здесь анкета на первом месте. Если вы откроете документы ПИЗы, то сначала там будет анализ, а вот как дети считают, а вот они о чем говорят, а вот их мнение, а вот что получилось. Причем с культурной нейтральностью. То есть там не говорится, что это хорошо или плохо. Нам просто даются данные. Вот в этих странах больше считают так, а в этих странах больше считают так. Точка. И только потом, как выполнялись задания когнитивного теста, связанные с этим направлением. Очень интересный анализ. Вот с точки зрения как бы своих умений. Так, и вот анкета. Индексы Никита в прошлый раз показывал. Вот тут типичный индекс. Все, что синенькое, не будем даже лезть, просто нам принцип инструментария. Все, что синенькое, это Российская Федерация, все, что коричневенькое, это страны ОЭС. Просто мы делали отчет по части физики. Он лежит на русском языке на сайте +, если опять-таки потребуется, там я вам данные дам. Посмотрите, как мы по-русски это сделали, о чем мы там говорим, какие выводы. То есть первое, например, я чувствую себя гражданином мира. Да? И вот 24 по странам ОЭС сказали, что нет, не чувствую, а оставшиеся 76 сказали, да, чувствую. А наши сказали, у нас 68. То есть вот эти сопоставления вот так получилось, так разложилось. Наша задача интерпретировать, проанализировать.
не факт, что наши интерпретации будут точны. Да? Но тем не менее, например, здесь есть высказывание о том, что я могу изменить что-то в окружающем мире. И наши дети отвечают в большей степени, говорят, что я не могу, чем, например, дети, которые проживают в странах ОСР. Ну да, вот они так отвечают, они фиксируют ситуацию, которая есть. А что мы можем изменить в этом мире, правда? Так же не получается, так же не бывает, чтобы ребенок пришел и в мире что-то изменил. Вот, наверное, они фиксируют эту ситуацию достаточно четко. И вот рядышком табличка, там все вот эти наши направления, и сколько сделано было вопросов анкеты, и вот все прописано, какая цель поставлена, что прописано. Все ходы фиксируются, и все четко определяется. И именно долго получилось, потому что с анкетами работали по-другому. То есть такой материал, это просто прелесть. Ну и тут для удовольствия, те, кто участвовал в тестировании, стран было меньше, чем тех, кто анкеты заполняли. И вот серединочка там, и Российская Федерация черненьким выделена. Фактически вот наши результаты – это середняки. И победителю приз отправляется, как обычно, в Сингапур, да, и на втором месте Канада. Как учит нас Галина Сергеевна, не надо сравнивать, скажем, Россию с Сингапуром. С Сингапуром надо сравнивать Москву. А вот Россию с Канадой можно сравнивать. И вот как получается, насколько мы там отстаем. Наш разрыв 96 с Сингапуром, 74 с Канадой, и всего 6 баллов отделяют нас от вышестоящей Словакии. Так бы мы поднялись на более высокое место. Мне так нравится вот это вот распределение мест, как, знаете, как в футбол играем. Мы на таком месте, мы на таком месте. В принципе, это не самое главное. В принципе, какой материал мы получили, как мы его используем в своих образовательных системах. И даже если страна занимает последние места, вот эти вот места, ну что? Потому что мы свои дефициты, мы должны их перерабатывать, мы должны рассматривать их как потенциал. Вот получилось так. Что мы будем делать? Как это изменится? Может быть, оно и никак не изменится по ряду направлений, а может быть и изменится. И вот эта грустная табличка. Почему грустная? Потому что здесь представлены те самые уровни, о которых вы слышали. Да, они есть везде, они есть и в глобальных компетенциях. И помните, наверное, вам уже сказали, что есть уровень, который вообще никакой, а есть уровень первый, вот, и пороговым уровнем считается второй. То есть до порогового уровня это считайте, что вообще компетентность не проявляется, и функциональная грамотность не сформирована никак. И, соответственно, вверху вот те самые Канада, Сингапур и прочие Китай, да, там Гонконг, там Тайвань, хотя видите, политическую ошибку совершают. Значит, у них вот размещено все. Высший уровень. А чем ниже мы спускаемся, не доходим. У России получается 20. Ну, по-моему, вообще 25 до порога. То есть фактически 45% не проявились. И мы при этом занимаемся. В целом можно себе представить, что там получилось по анкетам анализу. У нас тоже есть, даже если я не говорю, что у нас всего 2%. Ну да. Я думала, честно говоря, когда я читала вот эти первые ответы, которые нам дали посмотреть, я думала, хуже будет. Но у меня нет вот этого. Потому что там мотивация вот вы знаете, вы задали сейчас замечательно. Мне никогда, ну, 2 раза мне такой вопрос задавали, не задавали, не ставили передо мной вот такую проблему. Потому что тут важно не почему даже у нас вот не получается, мы свои недостатки знаем, вот почему у них получается. И вот Галина Сергеевна в лекции показывала, как по другим направлениям функциональной грамотности, да, как работают китайцы, как они, на что они ставят. Я думаю, что если речь идет, вот, но это только мое мнение, я не могу его доказать, я просто так думаю. У меня не, то есть я буду доказывать логически, у меня нет фактического материала для доказательства. Да, я думаю, что там по-другому ставится вопрос об отношениях к окружающей среде, и по-другому могут складываться отношения, там иначе регулируются отношения в детских коллективах. И между детьми и учителями они иначе регулируются. Потому что глобальное – это про доверие. Базовое доверие к миру. На какой стадии у ребенка
У наших детей на какой стадии исчезло базовое доверие к миру? А мы вложили, мы внесли свой вклад в то, чтобы оно исчезло. Мы учим своих детей, что ты вот не доверяй каждому. А вот если тебе незнакомец подошел, так ты беги от него, правильно? Первое, чему я научила свою дочку, что ни с какими людьми никуда ничего. Меня мама этому не учила. Я могла спросить любого взрослого, и у меня на шее висел ключик. Потому что родители весь день работали, а вот он у ребенка на шее. Вы повесите сейчас ребенку на шею ключик, выпустите его на улицу одному. Я не знаю, как у вас. В Москве дети поодиночке практически не гуляют. А если гуляют дети поодиночке, значит, это дети вот какие-то не совсем такие. Вот что-то вот у них вот в поведении может быть не так. Просто за ними смотреть некому. Вот. Мир очень другой становится. А у них, очевидно, я так думаю, это по-другому проявляется. Или, может быть, в других странах. Или, может быть, там общество более... Я не знаю, какое общество в Сингапуре. В Канаде оно тоже неоднородное. Почему не такое? Другое отношение к окружающей среде. У нас очень много моментов, когда мы говорим про... Вот, сразу забегая вперед, потому что времени все равно на это не хватит. Если школа берет для себя глобальные компетенции как направление работы, образовательные организации, школы и так далее, а школы берут. И когда я впервые выходила к учителям вот со всем вот этим, я очень боялась, знаете, чего? Я боялась того, с чего я начинала. Сидит математик, ну зачем ему это? Вот зачем? Я трачу свое время, они злые, агрессивные и нехорошие. Так вот, я получила удивительную поддержку там, откуда вообще не ждала. Ко мне бежали с вопросами директора школ, организаторы воспитательной работы и все, кто занимается вот этой вот общей деятельностью, системной деятельностью школы. Они говорили, нам это надо, мы все равно проводим фестивали, концерты, мы встречаемся с разными людьми, мы ездим в приют там для животных, кто-то ездит помогать, мы помогаем тем-то, у нас благотворительные акции. Так мы же теперь это будем делать с другими намерениями, под другим соусом, грубо говоря. Да? Мы поймем, зачем, как это вписывается в мир, вот эти двери, открытые в мир. А потом уже и учителя. Но все равно вот организаторы деятельности лучше. И они не понимали, какие там подводные камни. Потому что это очень так вот цель ты чуть-чуть вот меняешь, а на самом деле вся жизнь в школе должна измениться. Если я как учитель на уроке, вот теперь я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, если я как учитель говорю, что мы должны охранять окружающую среду, а потом я выхожу и бросаю свою бумажку. Да? Если я как учитель говорю, что мы должны там любить, ценить и уважать, а потом я выхожу в коридор и кто тут бегает, начинаю орать, да, или как учитель разговаривает с техническим персоналом, или как директор, извините, да, бывает же такое, бывает, как директор ругает учителя. Какими словами, что при этом, какие доводы приводит, топает ли он при этом ногами. На заре моей педагогической карьеры я со злости швырнула в директора через стол свой портфель. Это каждый учитель может себе позволить швырнуть свой портфель. А он сказал, ты что, с ума сошла, ты же меня убьешь. Директор был хороший. Вот. И еще один момент, опять-таки, извините, из личной практики. И опять-таки вот оттуда же. Я пришла в школу, когда работать, у меня была диссертация, там писалась, но у меня жизнь так получилась, что диссертация была написана гораздо позже, я много времени работала в школе, 30 лет я отработала. Даже когда у меня уже были книжки и все, я все равно держалась за школу, потому что это была жизнь. И я не могу написать учителю методическое пособие, если я в класс не вхожу. Вот я сижу и думаю, я вот вошла и проверила, и сказала, ну ты и пишешь, давай-ка быстренько поменяем. Все не так, все по-другому, сделаем иначе. Так вот, меня директор школы спрашивала, я получила самый плохой класс, от которого все отказались. Это вот коррекция была хуже некогда. Самых плохих родителей, самых тяжелых, замечательные были дети. Мы прекрасно с ними прожили жизнь. Так вот, ну я же была веселая и озорная. Вы что придумали? Я говорю, да вот мы думаем, будем делать то-то и то-то. А кто это решил? Я говорю, я решила, вот мы пойдем сейчас все сделаем. Опять она меня. Еще она меня все время спрашивает, кто решил. Вот почему она меня все время спрашивает, а кто решил? Ну почему она меня все время? А вот интересно, сегодня она меня опять спросит, кто решил? И вот сейчас я поняла к концу года. Мне потребовался год, чтобы понять, почему она меня спрашивает. Вдруг меня доперло. Это же я решила. Им нравится. Они, да, они мне доверяют. Но и решила-то я. Если бы я с ними вместе обсудила, если бы мы это решение приняли как-то, это было бы по-другому. До меня дошло. Я сказала спасибо. И я знаете, за что сказала спасибо? Я сказала спасибо за доверие. То есть она же могла мне сразу объяснить, что ты делаешь. Вот сделай вот так, вот так, вот так.
Это было бы ровно то же самое, что это я решила. И она смотрела на меня и молчала. Значит, она доверяла и ждала. Она ждала год. Где вы таких директоров видели? Я таких не видела больше вообще в своей жизни. У меня их мало было по жизни, но тем не менее. Вот это должно быть доверие к миру. Должно быть доверие к тому, что мы все защищаем окружающую среду. Что мы все, уходя, гасим свет. И не только я, но и президент моей республики. Вот так вот, на минуточку. Ну, эта картинка такая печальная. Мы на уровне специально кораблик, и это мы уже видели. Теперь про уровни. Значит, про уровни у вас, посмотрите, пожалуйста, в раздачах, чтобы было совсем не страшно. Вот есть эта же табличка, я прям слайд сюда перепечатала. И здесь показано на примере России, там вот должна быть циферка 2 вверху, она куда-то убежала. На 5-м уровне у нас 2%, да, мы уже видели. И тут соотнесено. Если бы у нас было много времени, или хотя бы 2 часа, мы бы поиграли с вами, мы бы сделали задание и посмотрели, что мы умеем, чего не умеем. Я вас уверяю, это без обид. Когда учителя выполняют эти вещи, то оказывается, что не все могут сразу показать себя на высоких уровнях. То есть мы все спокойны, мы живем на 2-м, 3-м уровне. Это базовые отношения. Ну, учителя повыше немножечко. А так базовый это 2-й, 3-й уровень выполнения заданий. Что для этого требуется? Мы можем анализировать и выявлять вот эти самые 5 точек зрения не меньше, 5-й уровень. Мы можем объяснять сложные ситуации и проблемы, исходя не только из контекста, который предложен в задании, в ситуации, но и выходя за рамки. Выходить за рамки – это термин, это не то, что я так образно сейчас говорю. Выходя за рамки контекста. То есть у нас есть еще у нас есть знания предметные, надпредметные, у нас есть какой-то культурный потенциал, у нас есть социальный опыт. И мы можем ситуацию рассматривать не только внутри, но и смотреть за пределами. Это 5-й уровень. Мы можем работать с большими массивами информации. Знаете, где происходит ломка? На 3-м уровне четко видно, вот четко, наши мониторинги это показали. Значит, либо ты даешь много информации и задаешь какой-то один вопрос. То есть вот в большом объеме информации очень простое когнитивное умение. Либо ты хочешь что-то такое получить, тогда, пожалуйста, сделай 2 строчечки и ни в коем случае не больше. То есть у нас вот эта вот сложность познавательной задачи и объем материала, который нужен для ее решения, они очень четко коррелируют. На 4-м уровне это выравнивается. То есть дети умеют решать сложные познавательные задачи, исходя из большого объема, но еще не совсем. А на 5-м уровне они просто этим владеют. Дайте мне 100 источников, я вот подумаю, я вам то скажу, то скажу, то скажу. И что вы хотите? И аргументы я вам сформулирую, пожалуйста. Вот это все. И в данном случае, конечно, 5-й уровень – это хорошо и высоко. Вот тут уровни будут расписаны отдельно с циферками, то есть у вас все это будет, можете пользоваться. И вот тут даны примеры заданий ПИЗы на каждый уровень. Я взяла задание, которое называется… Не-не-не-не-не, вот там другое, там, чтобы побольше, там другое. Гендерное равенство, оно вообще дикое. Здесь уровень моря, и здесь равнина. Вот смотрите, с чем еще мы сталкиваемся. Еще одна особенность задания и подхода из этого. У нас очень много придуманных стран. Вот тренировка на выдумывание названий. Самое простое название было Зеландия, Изи использовалась, но другие национальные грамоты. А здесь разные страны, разные народы. Ты думаешь, как называется? Зачем это делается? Вот некое государство Каролина, которое расположено на островах. У нас повышается уровень моря, эти государства потихонечку уходят под воду. Для них это проблема. Как ее решать? Вот задание все в целом комплексно посвящено этому. Вот что по этому поводу думают сами травлизы? Они обращаются к мировому сообществу, ищут дополнительные средства. Как мировое сообщество? Зачем мы должны помогать таким проблемам? Много проблем. Проблема идет под воду. Мы же не сможем ездить туда и отдыхать, там такие пейзажи. Да, тут всякие разные. Вот. Надо показывать, наоборот, реально. Зачем придумать? Очень хорошо. Значит, вот это то самое, что мы имеем. Когда мы берем, у нас проблема реальная, да, проблема реальная, а участвовать, писать ответы могут дети, которые связаны. Если мы возьмем их государство,
скажем, у них такая проблема, они попадают в контекст своего государства. Как они будут думать? Какие струны их души это затрагивает? Чего они могут испугаться, когда они пишут о своем государстве? Они могут испугаться чего-то. Да? И не писать так, как они думают, а может быть написать так, как, наверное, правильнее будет написать так, как я думаю иначе. Это важно. Что такое когнитивная лаборатория? Вчера много раз слушали это слово. Знаете, что это? Когнитивная лаборатория говорила как концепт. Знаете? Значит, объясняю. Это есть такой эксперимент. Ни одно наше задание, ни одно не проходит в жизни без очень серьезных экспериментаций. Сначала делают коллеги, сначала мы друг друга ругаем, потом коллеги, потом когнитивная лаборатория. Значит, если у меня задание пишет класс, я покажу, что класс, вот дети пишут, я получу какие-то результаты, а какой-то вот средний ребенок, какого-то ребенка мне дают, я укажу, и он пишет для меня. То есть он читает задание и говорит, а вот это я не понимаю, а вот это вообще ерунда, и задание у вас дурацкое, и не буду я его делать, ну ладно, сделаю, а я все равно молчу, потому что моя задача зафиксировать все, что он говорит, и каждый шаг принятия его решения он объясняет. Вот он выбрал это, а почему? Что ему не понравилось в остальном? Он выбрал это, потому что это абсолютно очевидно. Или он долго думал, или что? Моя задача. И это и есть когнитивная лаборатория. И после этого я беру, вся работа заключается в том, что сначала здорово придумать, а потом всегда сидеть и править. Я вычищаю задание так, что будет хорошо. Рыженький мальчик, шестиклассник, кукленькие рыженькие мальчики, они потом вырастают, сейчас красивые. Да? Но он сейчас рыженький и кукленький, а у него задание называется новенькое. И в этом задании девочка пришла в новый класс, значит, понятно, что да, ее встречают, и вот у них переменка, и она много ест. И дети обратили внимание, что она съела не только одну порцию, но и попросила вторую. И начинается вот она так толстая, почему она много ест. Да, она так нервничает, ей, наверное, нужно. Ей нужно конфетку было съесть, потому что сладкое полезно, там еще что-то. Вы видите, сколько возможностей вот для нас глобально. Тут и сладкое поесть, вопрос здоровья, тут и то, и еще. И отношение, что она и так толстая, и он считает ее больше ничего. Это было хорошо, что это была вторая была ситуация, потому что первое когнитивное задание он сделал, а второе вот самое начало. Все, на этом не работает. Что бы он ни делал, все, что он дальше читал, он все время говорит, ну да, ей хочется кушать, ну что, она здесь пойдет. Может, ее мало завтрака мне накормила, а может еще. Ну, она же потом похудеет. А чего они над ней издеваются? Честно, если бы я не видела это, я просто фиксировала, сидела все эти слова. Чем я занимаюсь? Я ребенка поставила в такую ситуацию. Я не могу сказать, это блюдо, наверное, потому что у меня есть клиент. Если я скажу, что блюдо не думаю, я испорчу работу. А он не хочет. Мы переносим это на себя. Взрослые люди, архангельская область и архангельск. И когда у нас была очень серьезная проблема, связанная со свалками, там, протестов и так далее, и так далее. И у нас задание про свалки, я показываю, рассказываю, все замечательно. Мы доходим с Архангельской области, с архангельскими ребятами до свалок, больше у меня занятий не было. Они мне все рассказали про свалки, про то, про взрослые люди. Понимаете, что сейчас происходит у нас с вами? Вот попробуйте отпишиться. И мне женщина говорит, знаете, я все понимаю вас. Но у меня так это будет. Но это вы же не читаете. Надо сделать так, чтобы свое личное надо сделать так, чтобы эффект был максимально положительный. И для этого, если чужую беду руками разбиту, от своей ума не приложу. Если мы обсуждаем, что ушел лучше от подруги, помогаем подруге, мы не переживаем, мы можем испытать такое несчастье в своей жизни. И мы можем ей глубоко сочувствовать. Но это не мой муж ушел. Мой уже уходил. Но и мой еще не ушел. Может быть, уйдет. Да? Это другое. Вот проблема другого решается легче. И тогда у нас и совет появляется. Что мы начинаем думать более рационально. Мы снимаем тяжелый психологический эмоциональный. А если он в таком состоянии выполнял все последующие задания, значит, он явно не может. То есть он не смог себя проявить.
И там много других нюансов. Можно об этом говорить подробно, но это очень важно. Когда вы будете разговаривать, будете глобальное дело, вы с этим столкнетесь обязательно. И именно поэтому при отборе содержания мы четко сказали, у нас не будет задания про войну, нет, у нас не будет задания на религиозные темы. Потому что с религией и с войной мы можем ошибиться, мы можем попасть. Ну, мы можем так, мы даже не знаем, как можно. Не нужно это трогать. Вот эти проблемы есть. Они в жизни существуют. В своем классе, если бы я вела, да, я могу, знаете, я скажу, что угодно, потому что я знаю. Но я не буду давать урок по обществознанию, предположим, в классе, рассказывая, что в хорошей семье должны быть мама, папа, они такие обязанности, они уважают. Знаю, что у меня 25 человек, у которых 20 неполные семьи. И что они должны меня слушать? Они меня должны с интересом записывать, как там мама с папой. Это то же самое. Но только это в масштабах будет у вас громадно. И будьте, пожалуйста, будьте аккуратны. И не забывайте, что есть замечательные страны, в которых ой, я с какой-то страны так слилась, думаю, что это у меня? У нас вот только что было, вот они таким комбинат строили, и что-то там испортили, и там вопросы, а тут мы водопровод проводим. Какой комбинат? Нет, надо менять страну, надо менять страну. Пускай в другой стране строят водопровод. Что-то много вариантов получается. Значит, вот так у вас будут представлены все задания пизовские. И последнее тут будет, не было задания 3-го уровня, вот в этой самой травлине, языковая политика. Тоже придумываются странные названия языков. Вообще занятие интереснейшее. А теперь посмотрите на результаты. Когда мы говорили, а мировые-то результаты какие-то. К вопросу о последних цифрах в этой таблице. Да, нам не дали приз, мы бедные. Да, спасибо, 11, я поняла. Огромное вам спасибо. Вот максимальные баллы, которые заработали дети, выполняя тест. Ага, процент выполнения задания 57, 60, 52. Минимальный вот он, средний 38, 38. То есть делает примерно 30. Вы знаете, наши мониторинги показывают примерно то же самое. Как бы мы ни бились по всем классам, результативность вот примерно такая же. 30, 35. Когда я первый раз увидела 25, я не знала, как я буду это объяснять. Ну, то есть очень мало, и регионы очень трепетно относятся ко всему этому. Ну, мы объясняем. И главное, что вот нужно поменять мозги. Нужно использовать это не как все, у нас 30%, нас всех уволят. Не уволят. Надо работать. Ну и еще раз эти уровни. Потом качество, всякие задания. Вот эти 2 слайда, это у Ольги Борисовны было. Она вам по креативности должна будет показывать. Я взяла и изменила в сторону глобальных компетенций. И в этой презентации нет ссылки, а вообще-то у меня ссылка стоит на Ольгу Борисовну. И вот это вот, чем должны отличаться задания для глобальных компетенций. То есть и направленность на формирование, и все-все-все. Не надо, у вас все будет. У вас будет презентация. Серьезно? Да. Так, и посмотрите, вот это важно, вот очень быстро и важно, как мы отбирали содержание. Мы взяли глобальные проблемы по списку вопросов повестки дня Организации Объединенных Наций. Не по нашим там монографиям, не по учебникам, ни почему. Мы пошли в международные документы. Когда у вас будут возникать сложности, идите в международные документы. Идите на сайт ООН, все найдете, все найдете. Вот они какие есть. Я думала, что никогда в жизни я не придумаю задание про инновации в сфере данных для целей развития. Я придумала это задание, потому что когда входишь вот в удовольствие, они придумываются, потом просто дорабатывать тяжело. А вот это вот то, что детям может быть понятно. Семья, природа, образование, здоровье, традиции, обычаи человека, государства. Да? И дальше мы разложим. Да? Конечно. Дети инклюзивные, вот которые с disabilities, лучше делают задания часто, чем другие. Они чувствуют по-другому. Они чувствуют по-другому. У нас был такой опыт, это очень интересно. Когда классы вот такие справляются с заданиями лучше. Они знают меньше, а чувствуют они хорошо. И вот мы разложили, все программы посмотрели, все какие только можно, примерные, все стандарты и прочее, и вывели то содержание, которое может быть понятно на каждом уровне. И 2 блока. Блок глобальные проблемы и блок межкультурные взаимодействия. То есть вот они отличаются. И вот он перечень ООН вылезает. Жалко, я бы вам показала, но я скажу, где смотреть. А вот это по межкультурному взаимодействию. От традиции и обычаев, где аспекты многообразия культур и идентификация себя с определенной культурой, это межкультурные коммуникации, концепции межкультурного взаимодействия, идентичности и стереотипов и так далее. То есть совершенно все на другом уровне и
и тяжелее. И делают, средние классы делают, маленькие классы делают лучше задания, а старшие классы делают хуже, потому что там знания. А вот там мешают знания. То есть недостаток знаний мешает. И посмотрите, пожалуйста, вот тут будет у вас разобран пример 5 класса, прям даже с тем, как выполняют, очень любопытно. То есть скажет, сначала сделайте сами, скажите, ну легкое же задание, а потом посмотрите, какой получается результат. А дальше будет пример 9 класса. И его, поскольку он тут в презентации плохо виден, я вывела задание гендерное равенство, оно будет здесь. Вот это задание смешное, тут с картинками. Там все картинки из разряда учительница 1 моя. Только одна, где учительница – это мужчина. Вот. И нужно ответить на 2 вопроса. Какую общую особенность изображения можно назвать гендерным стереотипом, и какой аргумент могла бы привести девочка в защиту мнения о том, что это не гендерный стереотип, а это соответствует действительности. Это такая подстава. Нам кажется, что задание очень легкое. А сложность здесь вот где. Мы привыкли обобщать. То есть вот много мнений мы обобщим. Пример, а какой мы сделаем вывод? А здесь вывод есть. И пример должен быть. Какой аргумент могла бы привести? Аргумент должен быть. И вот с этим они повторяют, это соответствует действительности. Но это же, это нам и нужно подтвердить. И с этим не справляются. И результат выполнения этого задания, которое с первого взгляда кажется, ну подумаешь, это же понятно. Оно же понятно. Да? Именно за счет того, что поменяли местами. Да? Смотреть немножечко по-другому. У вас в презентации будет вот работа с информацией, как можно работать с этими целями устойчивого развития, как можно их из цели перевести в средства. То есть не заучивать их, дурь мается, да? А сделать их частью заданий. И будет все показано, как и что. Об этом рассказано вот в нашей 2 книжке, я оттуда взяла. А здесь я не знала, как назвать схему. А раз я не знала, как назвать, значит, я спросила, меня же как учили? Я спросила об этом детей. Придумайте и запишите название схемы. И даже если они его не придумают и не запишут вместе с учителем, они скажут, что мы не можем придумать и записать название схемы, но мы понимаем, о чем она идет. Какой фрагмент рассуждения текста она иллюстрирует. Вот. А там вот сопряжено, нужно было про народонаселение, что есть женщины, что есть молодежь, есть мигранты. Художник рисовал ее 4 раза, он все никак не мог понять, что молодежь не может стоять отдельно. А среди женщин тоже бывают мигранты. А дети – это не молодежь. То есть это была песня отдельно. После этого я поняла, что я не зря не могу придумать название этой схемы. И вот тут плохое задание, придуманное учителями. Я сразу говорю плохое, потому что вы будете работать. Вдруг вы подумаете, что это пример. И хорошее задание, придуманное учителем. Там можно дорабатывать, но хорошее. И дальше показано, как организуется, вот что показали все наши эти недостатки. И вы их тоже увидите. Вот. И это проблемы, которые отмечали учителя, но мы их решаем. Про этот слайд хорошо бы, конечно, поговорить. Вот как они. Это наша школа такие. И все. И ресурсы. И вот как раз эта самая книжка, о которой я говорила, вот она первая страничка. Все про нас, все про нас. Вот. А это наши ресурсы российские, очень хорошие. Все наши задания выложены в банке. Вот их название последних заданий. Есть все, что угодно. Я этот слайд буду показывать тогда, когда буду ходить по группам, где математическая и прочая грамотность, чтобы увидели люди, что даже по названию можно найти себе для урока математики или для урока биологии или для урока любого что-то такое, что выйдет. Хотя бы часть задания все равно будет сопряжена с вашим группой. Вот. А это наши методические разработки, где их искать. А это наши, вот, что мы сейчас видим как проблемы на самом деле, а не только то, что учителя. А это пойдет на следующий. Спасибо вам большое.